О самых заметных событиях понедельника, 6 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Новый онкоцентр показали журналистам. Объект планируют сдать в конце года. Каким оборудованием обеспечат современное крупное медучреждение? С теплой погодой в Нерюнгри усилена работа коммунальных служб. Заняты очисткой улиц и тротуаров от снега. Какие особенности в этом году? Вопрос подняли на отчете правительства и решили очень быстро. В Ленске открылся еще один магазин местной продукции. Долгожданное событие для врачей и пациентов. В поселке Ленинский Алданского района сдали в эксплуатацию современное здание врачебной амбулатории. Символ весны обойдется недешево. В преддверии Международного женского дня в бюджете мужчин появляется отдельная графа «Трат» на цветы, на что следует обратить внимание при покупке цветов к 8 марта. Авиалесохрана активно готовится к летнему пожароопасному сезону. Ход подготовки техники для авиамониторинга и сотрудников ведомства рассмотрели на совещании у премьера Якутии Андрея Тарасенко с руководителями профильных ведомств. На сегодня авиалесохрана начинает перевод сезонных работников в постоянные. Об этом сообщил начальник якутской базы Владимир Леонов. По его словам, все 405 постоянных работников ведомства проходят необходимые проверки и подготовку к работе. В частности, воздушные тренировки начали парашютисты пожарные Нюрбинского и Вилюйского отделений, где впервые созданы парашютные группы. Также в этом году дополнительно откроют подразделение парашютной службы в Сунтарском Улусе. Важным остается и своевременный завоз жизнеобеспечивающих грузов в регион. Глава Якутии поручил правительству его обеспечить. Ежегодно в марте начинаются интенсивные перевозки грузов по оставшимся направлениям. До завершения перевозок на грузовом автотранспорте осталось 1,5 месяца. Особое внимание Сан-Николаев поручил уделить законопроекту о регулировании северного завоза. Напомним, проект федерального закона разработан по поручению президента России. Документ прошел согласование со всеми регионами, ответственными министерствами и ведомствами и уже внесен в Госдуму. Также Сан-Николаев поставил перед региональными авиакомпаниями задачи на перспективу. Несмотря на санкционное давление, Якутия и полярные авиалинии продолжают стабильную деятельность. В новых условиях перевозчикам необходимо продолжить работу по сохранению и обновлению парка воздушных судов и обеспечению безопасности полетов, заявил глава. Сан-Николаев рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности якутских авиаперевозчиков. Среди основных задач авиакомпании «Якутия» руководитель республики назвал обеспечение непрерывных пассажирских перевозок при второй очереди реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск, которая планируется в период летних отпусков. С мая по июнь длина полосы составит 1650 метров, до августа 1800 метров. В 2022 году главой Республики Саха-Якутия принято решение о расширении программы субсидирования авиаперевозок в Арктические районы. Практически более чем 20 раз финансирование было увеличено до 600 миллионов рублей из бюджета Республики Саха-Якутия. Соответственно, наша авиакомпания перевезла более 22 тысяч пассажиров по субсидированным билетам, а билеты это на 60% ниже, чем экономически обоснованные тарифы. Поэтому население очень довольно. Была 100% загрузка наших рейсов в пиковый период, летнее время. И это сегодня на совещании глава республики дал поручение продолжить и еще расширить эту программу. На 2023 год главой основные две задачи – это обеспечение полетов, непрерывность полетов при реконструкции аэропорта Якутск. У нас в этом году с вами второй этап реконструкции. По-простому сказать, это укороченная полоса с мая месяца предполагает ее начало, поэтому мы, как авиакомпания «Якутия», должны обеспечить ее авиационные перевозки. Вот. Второе, немаловажно, это опять-таки при данных полетах обеспечить безопасность полетов и достаточность парка. На соцконтракты в Якутии направят около 1 миллиарда рублей. Об этом во время прямого эфира в соцсетях первый замруководителя Минтруда Альбина Трубина сообщила. Напомним, благодаря соцконтрактам можно открыть собственное дело, завести подсобное хозяйство, 4 месяца получать выплаты до поиска работы и иные действия.
Для оформления необходимо обратиться в Управление соцзащиты населения по месту жительства или же в офисы моих документов. В Якутии по итогам прошлого года было заключено с гражданами 4700 соцконтрактов. Общая сумма поддержки достигла почти 650 миллионов рублей. В столице республики в конце года планируют ввести в эксплуатацию республиканский онкологический центр. Он позволит проходить лечение не только пациентам из Якутии, но и других регионов. Перед открытием медучреждения для журналистов провели объезд по действующим онкологическим диспансерам. Современное оборудование увидела Галина Чекурова. Якутский республиканский онкодиспансер начал свою деятельность в 1950 году. Если в начале своего пути медицинское учреждение базировалось в деревянном здании на 20 койко-мест, то на сегодняшний день специализированные учреждения ведут свою работу в нескольких зданиях. Так, в 2018 году по решению главы Якутии Айсена Николаева диспансер был временно перемещен в здание Якутской городской клинической больницы. И с того момента борьба с онкологическими заболеваниями в регионе набрала новые обороты. Раньше в этом здании располагалась и поликлиника, и стационарное отделение, лаборатории, функциональная диагностика. Проходили лечение где-то около 3 тысячи пациентов в год. Сегодня в здании на Стадухина 81, корпус 1, за прошлый год лечение прошли 7,5 тысяч пациентов. Во второй половине текущего года свою работу начнет первый в республике онкологический центр. Онкодиспансер будет в 2 корпусах. В первой очереди будет базироваться радиотерапевтическое отделение, где пациенты будут получать лучевую терапию. Также в здании останется часть диагностической службы. Что касается онкоцентра, в нем будут работать поликлиника, стационарно 210 коек, диагностическая, лабораторная и инженерная службы. Новое медицинское учреждение возводится по национальному проекту здравоохранения. В свое время проект разделили на 2 пусковых комплекса. Дело в том, что для оборудования лучевой терапии самое сложное в строительстве – это строительство каньонов для радиационной безопасности. И строительство новых каньонов, нового корпуса предполагает больше средств и финансовых вложений, и временных, И в свое время было принято такое решение, чтобы разделить его на 2 очереди и сохранить этот корпус, потому что здесь имеются готовые каньоны. Современный медицинский комплекс подразумевает работу с применением высокотехнологичного оборудования. И вопреки всем санкциям, медицинское оборудование для центра будет поставлено в срок и в полной комплектации. По диагностическому оборудованию в онкоцентре будет, как уже сказали, установлен ангиограф экспертного класса. Такой ангиограф будет единственным практически на Дальнем Востоке. При помощи этого ангиографа будут выполняться такие очень точные малоинвазивные операции. Может, наверное, многие наслышаны. Это такие операции, как химиоэмболизация при раке печени, при раке почек, при раке женской половой сферы. После строительства кардиососудистого центра онкологический диспансер станет вторым крупным объектом здравоохранения, сданным в республике за последнее время, что позволит Якутии удержать лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. А в одном из поселков Алданского района уже сдали в эксплуатацию современное здание врачебной амбулатории. Событие стало долгожданным как для медработников, так и для пациентов. С новосельем коллектив амбулатории поздравила и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Доступность медицинской помощи и ее качество напрямую связаны с возможностями материально-технической базы. И сегодня развитие здравоохранения Алданского района очевидно. Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Якутии Дмитрий Сергин на церемонии сдачи в эксплуатацию нового здания амбулатории поселка Ленинского. Данное мероприятие на самом деле было очень долгожданным для населения поселка Ленинский. Ну и в целом в Алданском районе хочу отметить, что проведены комплексные мероприятия по модернизации здравоохранения, в части капитальных ремонтов. Сегодня капитальный ремонт проведен в самом больничном комплексе, в основном корпусе, в родильном доме. Фельдшерско-акушерские пункты построены в Якаките, в Гаяне. И вот в ближайшее время начнется строительство фельдшерско-акушерского пункта в поселке Хатыстыр.
Деньги на строительство амбулатории были выделены по республиканской программе модернизации здравоохранения. В модульном здании предусмотрены все необходимые помещения – процедурный, прививочный, терапевтический и детский кабинеты, палата дневного стационара, а также бытовые и служебные комнаты. Здесь же разместится аптечный пункт. Врачебную амбулаторию мы ждали несколько лет. И, наконец-то, мы эту амбулаторию возвели в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. Строительство амбулатории шло высокими темпами. Монтаж здания начался в декабре прошлого года. К наведению порядка присоединился коллектив Алданской ЦРБ, а также студенты-волонтеры, будущие медработники. За 2 месяца поднять эту амбулаторию, это тоже надо смочь. Вот. И волонтерам медучилища, они нам помогали здесь как могли, и носили, и мыли, все это. Вот. Ну и нашему коллективу спасибо девчатам. Сегодня в Ленинском проживают более 1500 человек. Весь комплекс поликлинических услуг взрослые и дети получают в амбулатории, которая с 90-х годов находится в палатах бывшей больницы. В советское время в здании, явившемся народной стройкой, располагался стационар. Сегодня поселковая медицинская служба получила собственное помещение. Последний штрих, мы ждем поставку последнего оборудования, которое положено по комплектации врачебной амбулатории и мебели. Все это на подходе. На этапе завершения идет лицензирование. После того, как помещения будут оснащены всем необходимым, состоится церемония официального открытия, и амбулатория начнет прием пациентов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, поселок Ленинский, Алданский район. Идем далее. В Якутске пройдет конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Мероприятие направлено на поиск решений в части адаптации экономики к изменению климата. Участие в дискуссии примут более 200 экспертов из России, КНР, Индии, Казахстана и других стран. Мероприятие посетит и генеральный директор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Основная часть научно-практической повестки конференции будет уделена вопросам устойчивости природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата, которые обсудят в том числе в научно-популярном формате. С теплой погодой в Нерюнгри усилена работа коммунальных служб города по очистке улиц и тротуаров от снега. Как справляются службы с работой, хватает ли дорожной техники и работников, узнал Иван Лазаренко. Теплая погода, установившаяся с начала марта в Нерюнгри, диктует свои условия дорожникам. В настоящее время дорожные службы переведены на особый круглосуточный режим работы. Снег и наледи убирают как на дорожном полотне и дворовых территориях, так и на тротуарах. У нас поступает также в наш центр, так скажем, управления, можно сказать, в наш дорожный отдел очень много информации от граждан. Мы их оперативно отрабатываем, и точно выезжает каждый специалист, отснимаем ситуацию, отправляем подрядной организации, она отрабатывает все вот такие вот важные моменты для жителей. Соответственно, это будет продолжаться на протяжении месяца вывозка всего снега и точечная работа по кварталам, где подъемы и спуски, также где граждане ходят, малые дороги, где паркуются. Ну, учитываем и автолюбителей, соответственно, замечания и желания, и пешеходных, людей, которые ходят по пешеходным дорожкам. Основной объем работ уже выполнен, и большинство улиц города уже очищены от снега, но дорожные службы не намерены расслабляться. В помощь дорожникам этой весной на улице Нерюнгри вышли 2 новых универсальных автомашины, закупленные городской администрацией. Они занимаются как очисткой снега, так и отсыпкой скользких участков дорог. Эти машины оборудованы отвалом, который будет легкий снег, пухляк подхватывать и убирать сразу оперативно. Стратегию мы меняем, потому что есть практика и Тынды, есть практика и Благовещенской, Амурской области. Конечно, мы больше равняемся на Амурскую область, какая бы она большая ни была. У них такое тоже межсезонье начинает валить снег, и они попадают в западню. Поэтому эти машины призваны обеспечить спокойную, нормальную работу городских служб. В принципе, я думаю, что они справятся. Эти 2 машин на базе КАМАЗ будет сейчас достаточно, помимо той техники, тяжелой техники, которая работает у нас в городе. Ну а в летнее время автомобили продолжат нести свою коммунальную службу на благо жителей и гостей города, занимаясь подметанием и мытьем городских улиц, а также поливом зеленых насаждений. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Тем временем ледовый каток открыли в Якутске на площади Ленина. На торжественном открытии юные хоккеисты показали мастер-класс, а учащаяся столичной школы Карина Зайцева показала элементы фигурного катания.
Кроме того, организовали концерт. Теперь на столичной площади Ленина работает теплая будка для проката коньков. Причем те, кто придут со своими коньками, смогут кататься бесплатно. Каток работает 6-й год по инициативе Совета отцов Якутска. Каток, он предназначен для всех жителей города Якутска, для всех детей, для здорового образа жизни, чтобы наши дети приходили, занимались спортом, катались на коньках, были счастливы, были радостны. А награжденные знаком высшей благодарности матери в Якутии будут получать 100 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава Айсан Николаев. Этот знак присуждается ежегодно 3 женщинам-матерям ко Дню матери в республике. Это символ глубокой благодарности и уважения к матерям за неоценимый вклад в развитие родной республики, отметил глава. Таким образом, инициатива о выплате единовременного денежного вознаграждения несомненно усилит систему поощрения матерей за их особые заслуги в воспитании детей, послужит повышению престижа семейных ценностей, укреплению института семьи. Центр детского чтения запустил новый проект. Это бесплатные занятия, которые проводят сотрудники детской библиотеки для младших школьников. На первые уроки пришли 15 детей из школ столицы. Ребята занимаются творчеством и различными играми. Первый поток продлится до 30 марта. Находимся на проспекте Ленина 1, на 3-м этаже. И эта продленка будет проходить 4 раза в неделю для детей первой смены. То есть дети после первой смены будут приходить к нам с 2 до 5 часов. Мы будем проводить разные мероприятия, потому что продленка у нас имеет досугово-образовательный характер. Но символ весны обойдется недешево. В преддверии Международного женского дня в бюджете мужчин появляется отдельная графа «Трат» на цветы. На что следует обратить внимание при покупке цветов к 8 марта и во сколько рублей обойдется праздничный букет, расскажет Надежда Саханская. Тюльпаны традиционные, пионовидные, розы кустовые и одиночные. Традиционно лучшим подарком на 8 марта является букет цветов. Цены меняются, тренды тоже. Например, в этом году самыми актуальными цветами являются розовый и голубой. Несмотря на возникшие в прошлом году логистические проблемы, основной объем цветов на рынок Якутска продолжает поступать из Голландии. Оттуда фурами доставляют европейские, латиноамериканские и даже африканские цветы. Все поставщики, они такие хитрые люди, они от нас не ушли. Они не захотели остаться без денег. Они с нами работают, только они накручивают очень высокие цены. И эта граница, по-моему, еще нам мешает. То, что перевозят этими фурами через голландскую границу. Голландия перевозит на нашу границу, мучают наших белорусов. Учитывая сложность доставки, цены на букеты по сравнению с прошлым годом изменились не сильно. Так, ориентировочная цена на букет составляет от 1500 до 3000 рублей. Продавцы отмечают, что в наибольшем объеме на витринах представлены розы, хризантемы и тюльпаны. У нас часто приходят клиенты, говорят, цветы хорошо стоят. Наши почему хорошо стоят? Мы дорогим цветком работаем. Мы на рынке все работаем дорогим цветком. Мы миксами не работаем практически. Они долго не стоят. Мы не гоняемся дешевыми ценами. У нас почему говорят иногда, ой, у них так дорого. Так у нас качество, ребят. Вместе с тем, помимо готовых букетов, покупатели собирают авторские. Цены на каждый отдельный цветок представлены в своем диапазоне. Например, символ весны тюльпан стоит от 150 до 300 рублей. Хризантема обойдется в 500 рублей. Мимоза от 400 рублей до 1000. Вместе с ценами меняется и покупательская способность. Не имея необходимости произвести впечатление величиной и дороговизной букета, потребители в среднем делают более скромные покупки в цветочных магазинах и предпочитают использовать букет цветов как дополнение к основному подарку на праздник. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск. В Ленске, между тем, открылся еще один магазин местной продукции. Там продают товары производителей хозяйства Батамайское и Ленского молокозавода. Вопрос о появлении очередной торговой точки магазина Батамайский ленчане поднимали на отчете правительства в этом году. В кратчайшие сроки просьба жителей была исполнена, рассказывает Светлана Балеева.
Новая торговая точка с товарами местного производства была открыта в самом центре города несколько дней назад. Здесь, так же, как и во всех магазинах ООО «Батамайская», будет реализовываться хлеб, произведенный в муниципальной пекарне, местная говядина и жеребятина, полуфабрикаты, сделанные в цехе переработки, овощи, яйца, также квашеная капуста, орехи, сало и красная икра. Представлен большой выбор и привозной продукции. Есть рыба привозная, есть северная рыба, ряпушка, умуль, новинки. Говядину также дополнительно мы закупаем. В Веченче закупали вот недавно. Вилюйская была говядина. И периодически приходит Батамайская. Помимо местной продукции мы закупаем свинину, окорок, шея, мираторг. Закупаем с Иркутска. Прилавки магазина буквально ломятся от изобилия товара. В обеденный перерыв и после работы линчане выстраиваются здесь в огромные очереди. Очереди были огромные. Сейчас открыли 3-й магазин. Очередь немножко убавилась. Спросом пользуется молочная продукция ООО «Батамайского». Хлеб, полуфабрикаты тоже хорошо у нас идут, фарш. Продукция местного производства пользуется огромным спросом. Она экологически чистая, свежая и очень вкусная. Вся продукция свежая. Я вот уже себе прикупила творог, молоко, мясо сейчас еще возьму. Продавцы вежливые. Вообще мы в семье очень любим продукцию нашу местную, батамайскую. Всегда покупаем мясо и молоко, другие молочные продукты, йогурты. Очень любим, детям очень нравится. Товар завозится в магазин ежедневно в утренние часы. Работает ленский фермер без выходных с 9 утра до 8 часов вечера. Ассортимент будет постоянно расширяться. Уже на днях ожидается поступление шашлыка. Светлана Болева, Александр Рычук, Ленск. Продолжается набор в уникальную программу подготовки управленческих кадров для Дальнего Востока «Муравьев-Амурский 2030». Программу реализует Минвостокразвитие совместно с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Она рассчитана на 1 год и включает 7 модулей. Программа подразумевает полное погружение в работу госструктур и регионов Дальнего Востока. В прошлом году провели набор в первый поток. Конкурс составил более 50 человек на место, где лидером по количеству заявок на участие от регионов стала Якутия. Отобрано 55 финалистов, которые в настоящее время обучаются по годовой образовательной программе. Сбор заявок до 15 марта. Требования самые простые. Вам должно быть от 21 до 35 лет, вы должны быть граждане Российской Федерации, у вас должно быть высшее образование уровня не ниже магистра или специалитет. При этом те, кто сегодня обучается в магистратуре и планирует получить диплом в июне месяца этого года, у нас открыты на программу. Это допущение, мы принимаем такие заявки. Поэтому проходите на сайт muravьев-амурский2030.рф, регистрируйся, ждем всех, желаем всем удачи. До встречи на 2-м потоке. Весна приходит с Мерцишор. В Мирном молдавская община отметила национальный праздник. Весело, вкусно, с песнями и танцами. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, так же как и праздник, называется Мерцишором. Его носят на одежде весь месяц, а 31 марта снимают и развешивают на цветущих фруктовых деревьях. Считается, что благодаря этому людям будет сопутствовать успех в течение всего года. Есть одна легенда, очень-очень красивая, про весну. Как весна вышла на опушку леса, оглянулась вокруг и увидела маленький подснежник, который пробирался сквозь колючие ветви терновика. Она решила помочь ему и начала расчищать снег, отодвигать колючие ветви терновика, но зима это увидела и разозлилась. Нагнала сильный ветер, снег, чтобы убить маленький росточек. Весна прикрыла ладонью цветочек, но укололась пальцем об колючие ветви терновика. И капля крови упала на подснежник. С этих пор мы носим бутоньерки, которые сочетают белый снег и красную кровь. И о спорте. Борцы из 13 стран, включая 27 регионов России, примут участие в турнире памяти Романа Дмитриева в Якутске с 9 по 12 марта. В Центре спортподготовки «Триумф» пройдут международные соревнования по вольной и женской борьбе среди юниоров. На ковер выйдут ведущие борцы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Индии, Ирана и других стран. Также свои заявки отправили представители 27 регионов России, включая юниорскую сборную страны. Всего участие примут около 300 спортсменов. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.